В прошлом году по поручению правительства Республики Коми и Министерства образования мы стали реализовать программу «Доступная среда». Нам были выделены деньги, республиканский бюджет нам выделил 3,5 миллиона рублей и федеральный 2,5 миллиона рублей. На эти деньги мы построили вот этот пандус, полностью переделали всю входную группу, сделали туалетную комнату, это мы все вам покажем, правда, там не до конца, есть еще работа, и сделали учебный класс. Вот это учебный класс, который мы оборудовали практически полностью. Значит, парты, вся мебель, это мебель в соответствии со всеми нормативными документами и требованиями. Вот, значит, ну вы видите, да, доска, тут ничего не было, все это мы построили с нуля. Полностью оборудованные учебные места, а два вот последних учебных места, видите, это тоже специально в соответствии со стандартами. Эти два учебных места это для детей-колясочников, ну или для молодых людей-колясочников. Так что вот сегодня у нас все сделано, тут немножко доработать надо, занавески, шторы. Безусловно, привлекали дизайнера, привлекали проектные организации. И вот у нас получился вот такой учебный класс. Да, регулируются и ножки, и на стульях тоже регулируется все. Цвет тоже работал дизайнер и тоже смотрел, какой цвет плитки нужен для, вот, для контингента вот этого, которого мы обучаем, будем обучать. Тут, значит, будет поручень, еще зеркало с наклоном обязательно. Ну, собственно говоря, вот тут уже готово. Закрепите, пожалуйста. Да, а потому мы что еще его можно не случайно на себя планировали, опрокинуть. мы не планируем еще сейчас, он не функционирует. Это просто вот так расставлено пока мебель и все. Хотя вот представители общества инвалидов говорят о том, что в принципе сейчас идет избирательная комиссия и для людей-колясочников, если будут таковые, безусловно, в принципе унитаз есть. Да, и мы можем, повесим сюда это, мы согласились с ними. Тут будет сформирован, уже есть примерно, да? Конечно. Да, мы уже проводили массу встреч, массу совещаний с Министерством социальным вопросом, с агентствами, с Министерством образования, с управлениями и так далее, с управлением образования. Сколько вы планируете народную группу собрать? Группа должна быть 8, не более 8 человек по нормативам. Вот планируем, если 2 колясочника, остальные дети. Вот, нет, там 8 столов. 8 столов, все как надо. Поэтому это сейчас будем работать, это же точечная, персональная работа. Да. Это же надо и с жильем. И главная проблема, которая у этих людей, проблема транспортировки. Вообще, почему инвалиды не учатся? Потому что они живут на 5-х этажах, и они не вам рассказывают. Я думаю, что вы с этой проблемой знакомы. И, безусловно, вопрос транспортировки встанет. Мы встречались, мы проводили 2 встречи, они к нам приезжали, им понравилось, они готовы сегодня начать учиться, потому что у них совершенно нет общения никакого. Поэтому они готовы сегодня начинать учиться, приезжать к нам. Они были 2 часа, и они еще и 3 часа бы с нами. Почему пораньше не начали? Например. А как? У нас учебный год, мы не можем так. Нет. Учебный год, поэтому сейчас программа. Вас тут нет. То есть вы будете позже. Понимаете, мы будем позже. Пока мы еще Пока не готовы к этому. Конечно, потому что, не знаю, я считаю, что все есть для того, чтобы. Ну, в принципе, в следующем году уже будут поднимать. Будем да, надеяться, мы очень будем надеяться, сделает. что здесь, да, изменится что-то. Но я говорю, нужно менять отношение персонала в первую очередь. Всех, кто работает, направлены на то, чтобы оказать некое содействие. Вообще, мы сегодня говорим, мы люди с инвалидностью, мы говорим, ребят, вы нам должны оказать качественную услугу. И не всегда это пандус. Вот честное слово, не всегда. Понимаете, вот, например, в университете в УГТУ в Ухте пандуса нету, лифтов нету. Но там другое, там Сходая пошел на то, что он создал бригаду, там добрые молодцы, да? Они четко, без всякого, они знают, что они утром, вечером на переменках они должны прийти, помочь там ребятам на колясках. И никого это не смущает, все это отлажено. И нету лифта, но ребята учатся, понимаете? Потому что вот не сыграет роль, что будет лифт и все будет хорошо. По тому объекту, который мы только что посетили, это у нас микрорайон Орбита, дом ветеранов на улице Третьяковская, 103. Ну, я думаю, что всем этот объект понравился. Социальный центр «Рассвет» у нас действительно расцвел в последние годы, поскольку там произведен отличный ремонт.
подготовлены комнаты разной функциональности для людей с инвалидностью, для людей преклонного возраста. Укреплена материально-техническая база. Созданы условия как для лечения, восстановления, релаксации людей, так и для проведения досуга. Ну, все это на самом деле радует. Конечно, еще есть определенные планы, которые нам необходимо реализовать в ближайшие годы. Но я надеюсь, что уже сегодня это может являться основой для того, чтобы люди, имеющие физические отклонения, и люди, кто сегодня нуждается в качественном досуге, люди великовозрастные, могут спокойно и удобно проводить время в этих комфортных условиях, созданных в нашей республике. Вот как попасть, да, вот как. Ну, красоты. Вот это убивало. Можно несколько слов? Я сюда точно не попаду, 100%. Я даже нету, звонить по телефону надо. Нет, дело в том, что сразу несколько слов скажу о поликлинике в целом. И действительно, конечно, у нас поликлиника 40 лет уже этому зданию. По типовому проекту это здание строилось. Понятно, что тогда вот не было предусмотрено, не закладывались эти деньги. И хорошо, что сейчас действительно у нас все-таки к этой проблеме вернулись. То, что могли, мы сами сделали. Вот этот пандус был еще сделан лет 10 назад. Насколько возможно, вот мы сделали сейчас, это тоже уже лет 5-8 назад этот пандус. По звонку обычно все-таки у нас приходит дежурный администратор, помогают коляске, затем через цокольный этаж попадаем в лифт и на этажи. В настоящее время выделены деньги федеральные и региональный бюджет 380 тысяч. Сейчас запущена процедура, документы поданы в Минфин. Надеемся, что вот в течение 45 дней мы выполним все необходимое. Пандус будет в центральной части, уже такой, как предполагается по всем санитарным нормам. Кнопка вызова, затем подъемник. Не думаю, что здесь нужны были огромные тогда деньги для того, чтобы сравнять. Ведь этот порог не преодолеет никто. Вот я его 100% не смогу никак преодолеть, только если меня сейчас задом будут туда затаскивать, да? Но дальше я не знаю, что Но в любом там случае у нас помощник должен Это быть. не решение вопроса. Вы понимаете, вот только сегодня мы говорили, уже огромное количество случаев, помощник это женщина, небось, да, Нет, администратор. почему мужчина? Роняют людей, роняют, потому что это должно быть обучение пройдено, как с коляской. Все, человек падает, разбивает голову. У нас в Ухте 2 таких случая было. Смысл? Понимаете? Поэтому здесь-то вот не было таких затрат сумасшедших. Правда, я не знаю, что там, может, смысла нет вообще было делать. Давайте попробуем, зайдем. Ё-моё! Ой, кошмар. Это только сопровождающие. У нас Да вы ежедневно что? бывают. Да вы что, как можно сопровождающий? У нас в основном механически. Да вы что, да какая Мы и говорим о том, что на настоящее время у нас Да лучше бы у нет. вас его не было. Вот честно говорю, это ведь тоже деньги. Вот я вам честно говорю, это же деньги. Мне вот это жалко. Лучше бы у вас не было этого. Потому что я, например, вообще не понимаю, даже на такой коляске, это как надо рискнуть, чтобы человека опускать? Только задом. Ой, не дай бог, господи. Опасно. Цукренный Это ужас. Зря потраченные деньги, чего мне искренне жаль. Столько бестолково бюджетных денег тратится вот на такую фигню. Здесь будет Здесь пандус. большой пандус. Здесь будет вход. Вход отдельный. Дверь, она Да, будет распашная. достаточно. Это, По крайней мере, для коляски. Здесь Да, маленький конечно, пандус. конечно. Не было такого Сейчас, повторения. сейчас понятно, И что дальше будет стоять подъемник, всё на по подъем санитарным понизится. нормам уже
предусмотрели Ну вот все. смотрите, санитарные нормы, а мы как начинаем сталкиваться с действительностью, оказывается, у нас не все санитарные нормы, там, скажем так, удовлетворяют людей маломобильных. Поэтому большая просьба все-таки согласовать по самый проект и потом сдать фактически работу. Потому что пока вот так на коляске человек не проедет, это же непонятно. Нам непонятно. Это с мы вами. понимаем. Это Я поймет только тот, совершенно кто осознаю, находится в что коляске действительно сегодня. В настоящее время все это сделано. Ну, слушайте, что было сделано, то сделано. Понятно, в советские времена Сейчас- мы вообще как бы не закладывали ничего для таких людей, к сожалению. И сейчас переделывать всегда сложнее, чем строить заново. Игорь Владимирович, все-таки вот насколько у нас выполняется программа, вот посмотреть, сейчас прошлись, удовлетворенность есть какая-то? Вот, совсем согласны или есть какие-то проблемы, претензии? Прежде всего, удовлетворенность должна быть у тех людей, кто пользуется этими услугами, то есть у маломобильных групп населения. Но мы понимаем прекрасно, что за такое короткое время, как пока работает у нас программа, фактически она стартовала только в 2011 году, и то старт это, прям скажем, это не значит, что мы начали все сразу перестраивать. Это сделать сложно, потому что город изначально, архитектура городская не была предназначена для таких людей. К сожалению, в советские времена не закладывались нормативы данные, и сегодня, когда мы строим новые учреждения, новые здания сдаем, понятно, что сегодня это все закладывается, там очень важно, чтобы все было сделано непосредственно по нормативу, по санпинам, вот о чем мы сегодня и в прошлый раз говорили, сегодня говорим, чтобы обязательно на новых объектах даже при проектировании уже советовались с нашим обществом инвалидов, чтобы они подсказывали, как лучше сделать, чтобы поговорили, чтобы не тратили лишние деньги и впустую не проводили некоторые работы. А что касается старых зданий, то сегодня мы переделываем. К сожалению, мы видим с вами прекрасно, что не все удается. Иногда делается, прямо скажем, для галочки все, так, чтобы просто отстали от них. Не было проблем ни с прокуратурой, ни с общественниками. Сделано, как хотите, так и пользуйтесь. Поэтому сегодня этот вопрос надо поднимать, и не поднимать не раз в год, не два раза в год. Надо как-то системно с этим работать. И постепенно, потихонечку, не быстро, но ситуация будет исправляться у нас в республике, во всей стране. Она исправляется потихонечку, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Мы сегодня посмотрели 4 объекта. Который из них будет для галочки? На ваш взгляд? Ну вот последний. Здесь совершенно четко видно, что, в общем-то, достаточно сложно и, прям скажем, может быть, даже и опасно перемещать человека по такому пандусу, как мы видели с вами. Очень большой был наклон, это фактически. Но так и есть решение суда, поэтому сейчас будет переделываться. И, как обещают, в ноябре месяце мы увидим с вами новый пандус и новый подъемник уже внутри здания. Проинспектируем, приедем, посмотрим потом.